Добрый вечер! Сегодня у нас в антракте оперная дива, которая поражает не только своим удивительным голосом и актерским мастерством, но и шикарными образами и утонченным стилем. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. Хибла Герзмава – солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Ее золотое сопрано звучит на лучших мировых сценах – Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, опера Гарнье, Венской и Римской оперы. Уже несколько лет певица сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского. Хибла, здравствуйте. Ровно год назад вы приезжали в Казань, также выступали с татарстанским оркестром. Это уже традиция такая — привозить к нам весну? Ну, я надеюсь, что это традиция. Я надеюсь, что мои друзья Александр Сладковский и Вика Сладковский, они придумали такую каждый год приглашать меня в какое-то определенное время. Почему-то это март. Но я с удовольствием, потому как это весна, это 8 марта, может быть, будет больше звучать весна. И то поздравление, которое весеннее, мы делаем с оркестром Татарстана и с Александром Сладковским за пультом. Мне кажется, что это очень хороший, красивый подарок. Пусть это будет традицией, я буду очень рада. Критики говорят о вас, что ваше пение может вызвать катарсис. Я тоже была на вашем концерте, я с этим согласна. Я думаю, что вам виднее. Но самое главное, что я пою с любовью и пою для того, чтобы отдать все, что у меня есть сегодня, выходя на сцену. Если певица наполнена, то она интересна. А если она интересна зрителям, значит и дальше есть продолжение жизни певческой. Поэтому я очень рада, если какие-то очень интересные реакции есть у людей. Что вас в жизни наполняет такими сильными эмоциями? Может быть, на сцене какие-то произведения и в жизни что-то, события, какие-то люди? Вы знаете, меня наполняет моя жизнь, небо, моя семья, моя работа. И те зрители, которые приходят к нам на концерты, это всегда полные залы, и поверьте, что это очень наполняет. Было когда-нибудь такое, что вы выступали и не чувствовали отдачи из зала? Например, это какая-то специфическая публика, неподготовленная. Вот вообще бывает такое, что артист не чувствует этой отдачи? Вы знаете, у меня, слава богу, такого не было на моем веку. Я надеюсь, что все залы, куда приезжаю я, люди знают, зачем они приходят, люди знают, кого они хотят послушать. И у нас есть на каждый зал и на каждый концерт определенная программа. Программа с оркестром сольная, это программа с моей пианисткой Екатериной Ганелиной сольная и 2 джазовые программы. Мне кажется, что люди знают, для чего они приходят, поэтому, не знаю, пустоты в зале у меня никогда не было. Я не имею в виду физически, а внутренне. И я очень благодарна за это небо. Мне кажется, что это очень интересно. Вы знаете, иногда бывает, очень-очень редко, бывают, звонят телефоны, бывают, люди рассаживаются, пока ты поешь первый номер концерта, первого отделения. Я придумала такую хитрую штучку. Я не начинаю петь, пока люди не расселись. У меня платьишки с кармашками. Я делаю вот так вот. Ручки в карманы и жду, пока люди сядут. И это очень пикантно, это очень радушно. И мне кажется, что, может быть, те люди, которые вдруг по каким-то причинам не успели, ну, слушайте, мы всегда подождем для того, чтобы люди пришли и послушали. Поэтому есть какие-то нюансы, которые можно пережить, а самое главное — правильно понимать. Ну, это как раз о том, что многие подмечают.
Вы обладаете совершенным аристократическим поведением, и это проявляется в том числе даже в вашем графике, да, график составляется так изысканно. А откуда это? Это вы в себе развивали как-то или это гены? Я надеюсь, что это гены. Я надеюсь, что я в себе воспитала за много лет вкус и изысканность иметь роскошные программы, может быть так. И слава Богу, Господь так распоряжается и дает столько сил, сколько я могу выдержать. И поэтому я распределяю, я надеюсь, что я правильно распределяю свое время и свой концертный график, чтобы постараться успеть везде. А это везде стильно, дорого, изысканно и очень дотошно выстроенная программа. Я знаю, что вы разделяете творчество, сцену и жизнь. Как вам это удается? Мне кажется, что после такого насыщенного какого-то концерта, к которому долго готовились, сложно перестроиться и приехать домой, вот, забыть начисто. Вы знаете, я очень домашняя. И после концерта, если я дома, то я с удовольствием бегу домой, потому что домашняя одежда и босичком это всегда наполнение той домашней энергии, которая должна быть после концерта, ибо мы отдаем очень много. Я с удовольствием живу дома, я с удовольствием чего-то там делаю по дому, если я в состоянии. Вот. А вообще люблю помолчать. Моя семья знает, что такое пение и что такое моя работа, поэтому у нас не бывает каких-то проблем с этим. Мы очень плавно плывем вместе и живем вместе. Ну, я знаю, что вы хорошая хозяйка. Также, правда, любите заниматься домашним хозяйством? Потому что, глядя на вас, как-то сложно представить у вас у плиты, например. Ну, если меня поставить к плите, то я думаю, что я накрою вкусный стол, и это будет очень вкусно. Я очень редко готовлю, потому что у меня абсолютно нет времени на это. А если придется, то, накормлю вкусненько. Какое ваше фирменное блюдо? Смотря в какую вы, абхазскую кухню, итальянскую кухню, какую русскую кухню, какую вы любите. То есть в каждой кухне у вас есть фирменное блюдо? Ну, вы знаете, мы с детства, у нас так принято в Абхазии, девочки всегда очень вкусно пекут. Поэтому выпечка сладкая и соленая, всякие пироги и пряности, это у нас как-то в крови. Здорово, захотела сразу к вам в гости, конечно. Приезжайте. Спасибо. Сейчас вы участвуете в жюри шоу «Один в один». Почему на это решились? Я не знаю, почему я на это решилась. Видимо, потому что меня, во-первых, уговорили, а во-вторых, мне стало вдруг интересно, почему меня так долго уговаривают. Мне интересно было проверить себя, посмотреть, что я могу и что я знаю вот в этой стезе. Да? Пока, по-моему, справляемся. Посмотрим, как будет дальше. Какие уже есть у вас наблюдения? Хочу вам сказать одно, что у нас настолько талантливые ребята, и я за это очень радуюсь. Там единственное, очень сложно выставлять оценки, потому как они все очень талантливые, и невозможно одному поставить меньше, другому больше. Но, к сожалению, это конкурс, как и в жизни, как и в любом конкурсе. Мне интересно, что я знаю практически все песни, которые они поют. Могу напеть им. И самое главное, что мне кажется, что я немножко могу быть полезной вокально, как вокальный педагог. Что-то подсказать, какую-то капельку подсказать. Может быть, это какая-то йота будет, но может быть, это будет как-то полезно. Поэтому, в общем, мы там и находимся. Посмотрим, как будет дальше. Там замечательная компания, очень уютно и тепло. Единственное, что очень сложно писаться, потому что это очень много времени занимает, конечно. А как вы относитесь к тому, что сейчас очень много таких шоу, поиск талантов, и не приводит ли это порой к такому размножению ненастоящих звезд?
Вы знаете, те звезды, которые звезды, они всегда останутся на плаву, и они будут петь, и их будет знать публика и народ. Те люди, которые каким-то образом, по какой-то причине вдруг появились на сцене, поверьте, что это ненадолго. Таланты, они всегда остаются. А все остальные, ну, знаете, людей много, и вкусов очень много. Мы сейчас можем слушать дивные записи, смотреть любого человека, который поет. Кому-то нравится, кому-то нет. Но то, что, поверьте, то, что настоящее, то, что интересное, всегда останется на плаву. А все остальное просто, ну, рассеется, как туман, и все. Какие-то периоды есть, понимаете? Есть период каких-то определенных певцов, они поют определенную музыку, которая там, в данном случае этому контингенту очень интересна. Мне кажется, что имеет место быть, а почему нет? Ну, пусть будет. Я слушаю такую совсем определенную свою музыку в жизни, в доме, в машине, поэтому мы можем выбирать, пусть будет. Все, что не нужно, всегда отсеется. Вы знаете, наверное, что некоторые люди только на этом шоу узнали вас, узнали о вас. Да. Вот как вы к этому относитесь? И теперь это тоже ваша публика? Мне очень интересно, мне очень приятно. Моя директор читает все комменты, и какие-то комменты даже присылает, просто чтобы поинтересоваться. Я очень благодарна абсолютно разной другой публике. Я надеюсь, что это будет публика моя, и я надеюсь, что они как-то через один в один придут и в оперу для того, чтобы послушать, посмотреть, ну, какую-то другую Хиблу. Может быть, им будет интересно. Вообще опера стала очень модной, поэтому, может быть, у нас будет еще больше молодежи, которая будет в зале. Я очень благодарна людям, которые пишут, и мне очень приятно, там разные комменты есть. Ну, посмотрим, я вот как-то с благодарностью. Как раз к разговору о соцсетях. Вы активный пользователь интернета, у вас есть страничка в Инстаграм, вы делаете селфи. Как вы думаете, почему это сегодня так популярно и чем это вам интересно? Вы знаете, я не так часто в соцсетях, у меня есть фанская страница в Фейсбуке и в Инстаграм. Ну, мне кажется, что людям, которые знают меня, им интересно, как я живу. Я не все выставляю, я не выставляю какие-то личные, очень личные фотографии, потому что мне кажется, что это так за гранью двери, да, у меня всегда какая-то определенная моя дверь закрыта, и мне кажется, что это правильно. А людям интересно посмотреть свою любимую певицу на фотографиях, в селфи, на фотографиях там, в каких-то других городах. И мне кажется, что это какая-то новая определенная информация. Ну, вот. А не боитесь интернет-зависимости, как своей, так и вообще глобальной в мире сейчас? И как с этим бороться? Вы знаете, наверное, если человеку нечем заняться, наверное, он зависим. Наверное, он сутками сидит в Фейсбуке или в Инстаграм, или просто в соцсетях разных. Потому что я никогда не была ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках, никогда не пользовалась. Вы знаете, мне просто некогда. Мне кажется, людям занятым, у них очень мало времени для этого. Для того, чтобы немножко пообщаться, есть страничка в Фейсбуке и в Инстаграм. Спасибо большое за замечательный разговор. Надеемся вас видеть еще чаще в Казани. Спасибо. Всего доброго.